Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству для создания Крымской платформы. Об этом стало известно из сообщения украинского Министерства иностранных дел после встречи заместителя министерства Эмине Джипар с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Вот что там написано в сообщении Министерства иностранных дел. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США закріплена у декларації щодо Криму, яка була оприлюднена державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною. Крим є частиною України, і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати. С нами сейчас на прямой связи Георгий Лагвинский, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, адвокат, правозащитник. Пане Георгію, вітаю вас. Так, доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, недавно президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание международной платформы по деоккупации Крыма. И сейчас вот мы слышим заявление от Министерства иностранных дел, где говорится, что Соединенные Штаты готовы принимать участие в создании этой платформы. А насколько серьезную роль может занимать США в платформе по деоккупации полуострова? Я думаю, что это очень серьезный шаг. Он имеет большие перспективы. В частности, мне кажется, что разговор в дипломатической форме с Российской Федерацией не всегда дает свои позитивные результаты. Однако они очень хорошо понимают язык обязательств, силы и формы, которая все-таки их заставляет вести себя правильным образом в соответствии с международными нормами. Один из таких языков, которые они понимают, это удар по рублю. В прямом и переносном смысле этого слова. Соединенные Штаты, они это мировой игрок, и они имеют большие формы влияния на Российскую Федерацию. Такие как, чтобы вы понимали, что все доллары США, которые находятся в российских банках, на самом деле находятся на корсчетах российских банков в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, они могут быть и заморожены, они могут быть и переданы пострадавшим от аннексии Крыма и оккупации других наших территорий. Это лишь один из примеров, а дальше можно говорить и система SWIFT, и международные санкции, и т.д. и т.п. Поэтому я думаю, что то, что Украина начала подобный диалог, является очень важной, нужной формой, которую нужно поддерживать и продолжать работу в этом направлении. То есть правильно ли я понимаю, что в рамках платформы по деоккупации Крыма страны-участницы могут разрабатывать механизмы давления на Российскую Федерацию, в том числе и в виде санкций? Смотрите, главный же вопрос в этом процессе является, какая цель платформы и с чем, что мы можем достичь указанными действиями. В частности, цель платформы встретиться и поставить некий порядок деоккупации, когда должны отдать территорию, когда должны выехать. Или, другая сторона, это не принимает. Если она не принимает, то в случае невыполнения соответствующих действий будут такие-то, такие-то последствия. Вот в том числе, где из последствий в случае невыполнения будут санкции и другие ограничения. Но мы же понимаем, что Российская Федерация принимать участие в данной платформе не будет, хоть и в Министерстве иностранных дел Украины сказали, что пригласят Российскую Федерацию, там говорят, что тема Крыма для них закрыта. Как без участия России тогда можно разрабатывать дорожную карту по деоккупации полуострова? Смотрите, то, что Россия будет пытаться любыми методами, способами игнорировать эту платформу, как любую другую площадку для диалога по вопросу деоккупации Крыма, нам это известно. Но Россия является участником других договоров и других отношений с теми же Соединенными Штатами Америки, с той же Турцией, другим с Европейским Союзом. И там они обязаны регулировать эти процессы. Поэтому с результатом того, что Россия не участвует в этом процессе, не проявляя желания восстанавливать нарушенные права, это будет влиять на другие договора, где она, да, будет присутствовать. Такие как банковские реквизиты, как я говорил, такие как договора о вооружении, договора поставки товаров, свободные экономические зоны. И дальше это тысячи разных взаимоотношений и международных конвенций, договоров, где она, да, обязана будет участвовать. А какие еще вопросы может решать международная платформа, по-вашему?
И в каком формате она будет эффективной? Потому что у нас есть вот нормандский формат, да, там ограниченное количество участников. И вот сейчас заговорили о платформе по Крыму. Это должна быть более широкая какая-то платформа или же все-таки тоже с ограниченным количеством участников, к примеру, даже участники, подписанты Будапештского меморандума, например? Ну, я думаю, что она в первую очередь должна быть эффективной. Да? Я не верю в большие платформы, в которых есть много мнений и принимаются какие-то однозначные решения. Я все-таки лицо, которое считает, что здесь нужно находить более эффективный метод для того, чтобы понимать в случае, как дорожная карта. Пошли вправо — такие последствия, пошли влево — такие-то последствия. Как это должно работать? Безусловно, у нас есть Министерство иностранных дел с очень грамотным министром. Это министр иностранных дел господин Кулеба, он бывший посол, представитель Украины в Страсбурге, который хорошо знает, что такое санкции и порядок проведения. Точно так же первый замминистра МНЖПАР, которая сильно воюет за интересы Крыма. Поэтому я уверен, что они найдут формат и технологию проведения этих переговоров. Единственный вопрос, что мы должны знать, какая цель и как мы ее достигаем. Это очень важно. Вот когда мы говорим про санкции, мы видим, как Запад, европейские страны ежегодно, каждые полгода голосуют за пролонгацию ныне существующих санкций в отношении России. Мы уже много говорим о том, что эти санкции нужно ужесточать, потому что на территории временно оккупированного Крыма репрессии продолжаются и в более жестком формате они продолжаются. Вот как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы ныне существующие санкции были ужесточены и были более эффективными в результате? Ну, давайте разделим этот вопрос на две составляющие. Нет такого, так сказать, такой таблички, у кого-то написано «он западный партнер». Это наши друзья, иногда враги, иногда лица, которые ведут нейтральное положение. Поэтому с каждым нужно подбирать свой язык. Это может быть до языка со словами «огромное спасибо за то, что вы делаете», до языка, которым напомнить, что существует Будапештский меморандум, и у нас есть определенные гарантии определенных стран, которые обязаны защитить нас в случае нашей агрессии. Теперь, когда мы говорим об объеме санкций. Пролонгация санкций идет, но я не могу сказать, что они настолько эффективны. Почему? Потому что существует очень много других методов влияния на Российскую Федерацию, которые Европа не хочет использовать по разным причинам. Версии, которые я слышал от западных партнеров, в том числе, что, вы понимаете, Россия — это как ядерная мина посреди Европы, ее нужно разминировать, а не взорвать. Никто не хочет Третьей мировой войны. Кто-то видит в России торгового партнера. Кто-то, и это самое чаще всего распространенная ошибка, что европейцы считают, что их это не коснется. То есть ситуация в Грузии — это локальная проблема Грузии. Ситуация в Украине — это локальная ситуация в Украине. Их это не коснется, это не их проблема, это наша проблема. Да? И в таком случае они хотят оставить определенные взаимоотношения и не заниматься решением чужих проблем, у них есть свои. И вот это вот ошибка, которая нужно профессионально менять акценты. Что, дорогие друзья, это мы, украинцы, защищаем Европу, европейские ценности на границе с Российской Федерацией. Мы защищаем Европу. Если по договору должны были делать вы, и ваши дети должны были служить на этой границе, то если вы это не делаете, вы хотя бы должны обеспечить определенный пакет нашей защиты, развития нашей страны, санкции в отношении Российской Федерации, четкие термины, агрессор, четкие термины завладения территорией и последствия. Почему? Потому что это ваша проблема, это европейская проблема, это мировая проблема, а не проблема крымских татар или украинцев, которые находятся на оккупированной территории.